В Якутии на протяжении нескольких лет подряд успешно внедряются энергосберегающие технологии. Значительно снижать расходы на производство тепловой и электрической энергии позволяет подписание концессионных соглашений и реализация энергосервисных контрактов, которые предусматривают модернизацию и строительство котельных, замену старых тепловых сетей, утепление объектов и другие виды работ. Уполномоченным органом по проведению энергоэффективных мероприятий является созданное в 2010 году региональное агентство энергоресурсосбережения. Именно в нашем регионе потенциал энергосбережения очень большой. На сегодняшний день у нас очень большие затраты на именно эксплуатацию, содержание котельных, дизельных электростанций. И наша задача провести у потребителя энергоэффективные мероприятия в тепловых сетях и, соответственно, у ресурсоснабжающих организаций. Одним из самых первых районов Российской Федерации, где были проведены комплексные энергоэффективные мероприятия, стал Намский Улус. Там в рамках энергосервисного контракта были построены 5 модульных котельных, 7 модернизированы, проложены новые современные подземные сети и утеплены объекты соцкультбыта. Экономия энергоресурсов достигает почти 50%. Полный комплект работ по повышению энергоэффективности был сделан в Затонской общеобразовательной школе в поселке Графский берег. Здание учебного заведения полностью утеплили, включая пол, окна и чердак. Заменили тепловые сети, модернизировали котельную и установили термостаты и балансировочные клапаны. У нас где-то уже почти 4-й год работает эта программа энергоресурсосбережения. И как раз сейчас работа ведется по 58 объектам. Это социальные объекты, это школы, детские сады, интернаты. Особой гордостью района стала новая модульная квартальная котельная в селе Аппаны, введенная в 2013 году. После мероприятия энергоресурсосбережения у нас монтирована новая квартальная котельная, да, 0,5 мегаватт. У нее оборудование тут совсем эффективное, новое, и у него и отапливает полностью вот это квартал села Аппаны, детский сад. Тут интернат школы, тут жилые дома многоквартирные, все полностью. Сейчас оттуда эффективность очень хорошая. В селе Намса в прошлом году была проведена масштабная модернизация газовой котельной СХТ с заменой котельного, насосного, газового оборудования. Старые горелки и котлы заменили на энергоэффективные с суммарной мощностью 5 мегаватт с прокладкой газопровода высокого давления. У нас экономия конкретно в этом по газу идет. Немножко экономия и по электричеству. По электричеству у нас стоят насосы. Раньше стояли насосы, у нас 75 киловатт стоял. Сейчас мы установили 30-киловаттный насос. Плюс к этому 30-киловаттному насосу мы присоединили преобразователь частоты. Он регулирует по частотам. И этот 30 киловатт у нас сейчас выдает у нас где-то 25 киловатт. По последнему слову техники была оборудована также газовая блочно-модульная котельная НПК мощностью 4,2 мегаватт. Помимо этого в районе была проведена реконструкция инженерных сетей. Наружные сети заменили на подземный трубопровод из АПЕКС. Тут были раньше 2 компенсатора больших. Эти компенсаторы брали, все в подземном салоне пропустили. И ничего не видно, нигде ничего не оттаивает. Теплопотери вообще нету. Они проложены хорошо, удобно. Еще одним лидером по реализации государственной политики в области энергосбережения стал поселок Жатай. Там ресурсы и деньги потребителей экономят так называемые умные дома, первый из которых был построен еще в 2011 году. Сейчас таких домов в поселке уже целый квартал. Один из таких объектов расположен по адресу Комсомольская, 4/1. Дом отапливается автономной крышной котельной. Регулирование расхода тепла выполняется через электронный узел, подающий тепло в помещение по графику в соответствии с температурой наружного воздуха в автоматическом режиме. Установлены энергосберегающие стеклопакеты, гелиоустановка с вакуумными солнечными коллекторами, двухконтурная система горячего водоснабжения. В настоящий момент сейчас построено 8 домов. Еще остается нам построить до завершения программы 2 дома. Для отопления первоначально был использован автоматический узел ввода, который дает нам гарантированную экономию в размере 30-40% отопления. К дому подходит у нас всего, получается, 3 источника энергоснабжения. Это электричество, газ и холодное водоснабжение. Все остальное дом производит сам. Жители таких домов существенно экономят на коммунальных платежах. Дом у нас прекрасный.
У нас управляющая компания прекрасная. Экономия большая, по крайней мере, вот у меня за свет, вода. Ну, все, в общем, все туда входит, 4000 всего. Елена Бочкарева, Джоустан Трофимов, Иван Тайтонов, ЕСЯ.